Улыбзеку, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на сольном концерте солиста Абхазской филармонии, солиста Московской государственной академической филармонии, а также солиста оперного театра Московской консерватории имени Чайковского, лауреата международных конкурсов Алхаса Ферсба. Так уж сложилось, что хорошо известный и любимый в Абхазии певец Алхас Ферсба еще ни разу не давал сольных концертов у себя на родине. И это при том, что в России концерты Алхаса Ферсба уже многие годы проходят на самых лучших концертных площадках. Так что это первый сольный концерт Алхаса Ферсба в Абхазии и его дебют в качестве солиста Абхазской филармонии. Помогать ему в концерте будет абхазская пианистка, преподаватель Сухумского музыкального училища Астанда Джикерба. Астанда неоднократно выступала на нашей сцене в различных программах. Она всегда охотно откликается на все наши предложения. Вот и в этот раз она, не раздумывая, согласилась аккомпанировать Алхасу. Тем более, что помимо профессионального интереса их давно уже связывает дружба. В программе концерта романсы великого русского композитора Сергея Рахманинова. 1 апреля в России, да и во всем мире отмечали 145-летие русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Рахманинова часто называют самым русским композитором. Он создатель единого и цельного русского стиля в музыке. «Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды», — говорил музыкант. В своем творчестве Рахманинов сумел объединить принципы двух главных русских композиторских школ: московской, олицетворением которой был Чайковский, и петербургской, в которую входили представители кружка «Могучая кучка», а также традиции западноевропейской музыки, и создал свой собственный оригинальный стиль, оказавший впоследствии огромное влияние не только на русскую, но и на мировую музыку XX века. Между прочим, Чайковский, который знал Рахманинова еще со студенческих лет, присутствуя на выпускном экзамене молодого музыканта, поставил своему музыкальному внуку, а Рахманинов учился у Танеева, любимого ученика Петра Ильича, 5 с 3 плюсами и сказал о нем: «Я предсказываю ему великое будущее». И вот сегодня в юбилей великого русского композитора мы предлагаем вам послушать шедевры его вокального творчества, его романсы. Еще в студенческие годы он пробовал себя в этом жанре. В его вокальной лирике, как и во всем его творчестве, прослеживается та же тенденция — синтезировать достижения различных композиторских школ. Как Чайковский, Рахманинов стремился прежде всего запечатлеть основное настроение того или иного поэтического текста. Но, как и его старшие коллеги по петербургской школе, не допускал произвольных перестановок слов или повторов, нарушающих форму стиха. Он очень бережно относился к поэтическому слову. Все свои романсы Рахманинов написал до отъезда в 1917 году из России. Всего за 25-летний промежуток времени, отделяющий первый вокальный опус Рахманинова от последнего, им написано около 80 романсов. Конечно, за четверть века характер его камерной вокальной лирики, несомненно, испытал значительные изменения. Изменился образный эмоциональный строй, усложнилась и обогатилась звуковая палитра романсов. И сегодня в концерте прозвучат романсы, написанные в различные годы, от ранних до более поздних опусов. Откроется концерт романсами самого раннего цикла. «Утро», слова Янова. Исполняют солист Алхас Ферсба, бас. Партия фортепиано Астанда Джикерба. Шепнула дню заря, и небо обхватило.
осуществлению своих заветных грез спускался на землю, с улыбкой утирая блестевшие вокруг ряды алмазных слез. О нет, молю, не уходи. Вся боль, что перед разлукой я слишком счастлив этой мукой, сильней дружби меня груди, скажи, люблю. Пришел я вновь, больной, измученный, бледный. Смотри, какой я слабый, бедный, как мне нужна твоя любовь. Мучений новых впереди я жду, как ласк, как поцелуя, и об одном молю, тоскуя: о, будь со мной, не уходи, о, будь со мной, не уходи. В молчании ночи тайной. Стихи Фета. Былые выражения речей моих с тобой
любви отрады мало. Стихи Фета. Давно в любви отрады мало, без отзыва вздохи, без радости слезы. Что было сладко, горько стало, осыпались слезы, рассеялись грезы. Оставь меня, смешай с толпою, но ты отвернулась, а сетуешь, видно, и все еще больна ты мною. О, как же мне тяжко и как мне обидно. «Не верь мне, друг» — стихи Алексея Толстого. Не верь мне, друг, когда в избытке горя я говорю, что разлюбил тебя. В отлива час не верь измене моря, оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую прежней страсти полной, мою свободу вновь тебе отдать. И уж бегут с обратным шумом волны, издалека к любимым Музыкальный момент номер 4, опус 16. Исполняет Астанда Джикерба.
Дитя, как цветок, ты прекрасна. Стихи Гейне в переводе Плещеева. Исполняет Алхас Ферзба. Дитя, как цветок, ты прекрасна, светла и чиста и мила. Смотрю на тебя и любуюсь, и снова душа ожила. Охотно к тебе на голову я руки свои возложил, прося, чтобы Бог тебя вечно прекрасной и чистой хранил. «Я опять одинок». Стихи Бунина из Шевченко. Как светло, как нарядна весна, погляди мне в глаза, как бывало, и скажи, отчего ты грустна, отчего ты так ласково стала? Но молчишь ты, слаба, как цветок. О, молчи, мне не надо признания, я узнал эту ласку прощания. Я опять одинок. Проходит все. Стихи Радгауза.
мгновенья быстрей, где звуки слов, звучавших нам когда-то, где свет зари нас озарявших дней. Расцвел цветок, а завтра он увянет. Горит огонь, что вскоре отгореть. Идет волна, над ней другая встанет. Я не могу веселых песен петь. Отрывок из «Мюссе» в переводе Апухтина. Что так усиленно сердце больное бьется и просит, и жаждет покоя, чем я взволнован, испуган в ночи. Стукла дверь, застонав и заноя, гаснувшие лампы блеснули лучи. Боже мой! Дух мне в груди захватило. Кто-то зовет меня, шепчет уныло, кто-то вошел. Моя келья пуста, нет никого. Это полночь пробила. О, одиночество, о, нищета! «Как мне больно» — слова Галиной. Как мне больно, как хочется жить, как свежо и душисто весна. Нет, не в силах я сердце убить в эту ночь голубую без сна.
отнял у меня. Стихи Тютчева. Отнял он меня, казнящий Бог, здоровье, силу воли, воздух, сон. Одну тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог. Рахманинов «Элегия» исполняет Астанда Джикирба. Отнял
Вчера мы встретились. Стихи Полонского. Исполняют Алхас Ферзба, партия фортепиано Астанда Джикерба. Вчера мы встретились, она остановилась. Я также. Мы в глаза друг другу посмотрели. О, Боже, как она с тех пор переменилась, в глазах потух огонь, и щеки побледнели. И долго на нее глядел я молча, строго. Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась. Я говорить хотел, она же ради Бога велела мне молчать, и тут же отвернулась, и брови сдвинула, и выдернула руку, и молвила: прощайте, до свидания. А я хотел сказать на вечную разлуку: прощай, погибшее, но милое создание. В завершении концерта «Весенние воды» на стихи Тютчева. Еще в полях перед снег, а уж весной шумят. Бегут и будят сонный бред, бегут и плещут и глазат.
Алхас Ферзба, Астанда Джикерба. Ну и теперь тогда действительно в завершении этого замечательного романсового вечера послушаем Алхаса в качестве оперного певца. Каватина Олеку из оперы Рахманинова Олега. Это та самая опера, которая заслужила высочайшую оценку Чайковского и любимая опера Алхаса Ферзба. Весь табор спит, луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я томим. Я без забот, без сожаления веду тошующие дни. Презрев оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушною душой. Земфира, как она любила.
большое вам за внимание. Прежде чем мы расстанемся, я хочу поблагодарить нашего генерального информационного партнера, компанию «Аквафон», за уже вот в течение года постоянное сотрудничество с нами, а также государственную телерадиокомпанию, которая всегда поддерживает нас и оставляет в памяти для истории вот такие замечательные концерты. А нашим сегодняшним участникам хочется пожелать частого возвращения на родину и новых программ. Спасибо за внимание. До новых встреч!